I read it, I see something fresh. И каждый раз, когда я читаю, я вижу что-то свежее. That's because this book is different than any other book in the whole world. Это потому, что эта книга отличается от всех других книг в мире. This is the Word of God. Это Слово Бога. I've gone through so many Bibles that the pages are falling out of my И Bibles. я пользовался столькими Библиями, и там уже потом странички начинали из них выпадать. The Bible I hold here, that's not the original cover. И Библия, которую я держу сейчас, обложка у нее не первоначальная. I've had this Bible recovered 4 different times. 4 раза мне уже меняли обложку на этой Библии. And I have many other Bibles at home that I've read through. И у меня очень много других Библий дома, которые я тоже все поперечитывала. And when I read the Bible and I see something that И God когда я speaks to me, читаю Библию, и я вижу что-то, о чем Бог говорит мне, I take a red pencil and I я беру underline a красный verse. карандаш, и я подчеркиваю Or, этот or стих. I'll write something in the margin of the Bible. Или я сбоку на полях Библии что-то записываю. You can't open my Bible to any page without finding something red in there. И обязательно на любой странице моей Библии, когда вы ее откроете, вы найдете что-то красное здесь, отмечено красным. Because there's always something fresh. Потому что всегда есть что-то свежее. There's not one chapter in this Bible that Нету doesn't have some red ни mark on it одной somewhere. главы в этой Библии, в которой не было бы этих красных заметок. I don't read the Bible and say, oh, I know that verse. И я не читаю Библию с таким подходом. О, я уже знаю этот стих. Even verses that I know that I've memorized in my head. Даже стихи, которые я знаю на память в своей голове. I can read that same verse again and God will show me something else again. Я могу читать тот же самый стих снова, и Бог снова мне что-то покажет. And I just think that it's wonderful to realize that the Word of God is so fresh all the time. И я думаю, что это замечательно понимать, что Слово Бога, оно всегда свежее. And wherever I go, I always challenge my people and my Christian friends, be students of the Word of God. И куда бы я ни шел, я всегда бросаю вызов своим друзьям, студентам. Будьте, изучайте Слово Божье. Know what the Bible says. Знаете, что говорит Библия? We have many opinions about many things. У нас есть очень много мнений о очень многих вещах. The Apostle John said this. И апостол Иоанн, он говорит следующее. If we can believe what people say, the witness of God is even greater. Если мы можем верить в то, что говорят люди, то свидетельство Божье, оно намного больше. God's word is greater than any other word that you'll ever hear from anyone. И Слово Бога, оно намного больше, чем любое другое слово, которое вы услышите от любого другого человека. And so keep in the word. И поэтому пребывайте в Слове. And when the word is mixed with the Spirit of God in your heart, it'll always be fresh. И когда Слово, оно смешивается с Духом Божьим в вашем сердце, оно всегда будет свежим. I want to take a little time and share a verse with you, two И verses with you. я хочу уделить немного времени и поделиться стихом с вами, 2 стихами. Just 2 simple verses. 2 простых стиха. And I think that many of you will know these 2 И verses. я думаю, что многие из вас, они знают эти стихи. And you'll say, oh, I know that. И вы скажете, о, я знаю это. But maybe if we look at it again, God will show us something fresh. Но может быть, если мы снова на них посмотрим, Бог покажет нам что-то свежее. And we'll say, oh, I never saw it that way И мы before. скажем, о, я никогда так раньше не думал. And so take your Bibles И поэтому возьмите ваши and Библии turn to the first book of the New Testament, и откройте первую книгу Нового Завета, the book of Matthew. книгу Матфея, Turn to chapter 7 откройте на 7 главе and verse 7. и 7 стих. And we're going to read Matthew 7, verses 7 and 8. И мы прочитаем Матфея 7 глава, 7-8 стих. Very wonderful word that Jesus is speaking. Очень замечательное слово, которое говорит Иисус. Now at the Pastor's Academy this week, На пасторской академии на этой неделе we learned that Matthew 7 is part of a large sermon that Jesus preached. мы научились тому, что Матфея 7 глава – это часть
проповеди большой, которую Иисус проповедовал. The sermon takes in chapter 5, chapter 6, and chapter И 7. эта проповедь, она начинается в 5 главе, в 6 и в 7 заканчивается. And chapter 5 says Jesus sat down to teach them, И в 5 главе там написано, что Иисус сел и начал их учить. and then his teaching goes all the way through chapter И 5, потом chapter его 6, and учение, doesn't оно end until продолжается chapter через 7. 5, 6 и заканчивается в 7 главе. And so this is part, just one little segment of that sermon of И Jesus. поэтому это часть, один небольшой сегмент этой проповеди Иисуса. We call it the Sermon on the Mountain. И мы называем ее проповедь блаженств. Ask and it will be given to you. Просите, и будет дано вам. Seek and you will find. Ищите и найдете. Knock and it will be opened to you. Стучите и отворят вам. For everyone who asks receives. Ибо всякий просящий получает, He who seeks finds. ищущий находит. To him who knocks it will be opened. И тот, кто стучит, ему отворят. Very interesting. Очень интересно. Wonderful promise. Замечательное When God обетование. makes promises, he keeps his promises. И когда Бог делает обетование, Он хранит, исполняет свои And because обетования. Jesus is the speaker here, I know it's a promise he's made to me. И поэтому, когда Иисус это говорит, я знаю, что это обетование для меня лично. Now, I don't think that you have to be a big theologian to understand the three key words in this. И я понимаю, что не надо быть большим теологом, чтобы понимать 3 ключевых слова в этом стихе. You look at that verse. Если мы посмотрим на этот стих, I asked you just to read that verse again и yourself. я прошу, чтобы вы сами снова этот стих прочитали. I think that you could quickly name the three key words. Я думаю, что вы очень быстро можете назвать 3 ключевых слова. The first word, Первое слово – ask. просите. Duh. Да. The second word, Второе слово – seek. ищите. The third word, Третье слово knock. – стучите. Okay, Хорошо. you are so intelligent. You're great students. Вы замечательные студенты, вы такие умные. Wonderful. Thank you. Замечательно, спасибо. Хорошо. So these are the three key words of Matthew 7 and 7. Поэтому здесь вот эти 3 ключевые слова. Матфея 7 глава, 7 стих. And I want to show you something from those three key words. И я хочу показать вам что-то из этих 3 ключевых слов. I used to look at that verse and just say, oh, I guess God's just telling me to pray. И я смотрел на этот стих раньше и думал, ну, наверное, Бог хочет, чтобы я молился. Ask, seek, knock, pray. Просите, ищите, стучите, ну, молись. Well, it's true, but it's more than that. Это правда, но это больше, чем просто So we're going to dissect that, take it молитесь. И apart. поэтому мы сейчас как вас с вами разберем это We're по going to stop at each word. косточкам. Мы остановимся на каждом слове. There's three words, Есть 3 слова, but I want to show you how they run in two different но я directions. хочу показать вам, как они движутся в 2 различных направлениях. They run vertically in my relationship with God. Они движутся так вертикально, имеют отношение к моим отношениям с And they Богом, run horizontally in my relationship и with the world around me. горизонтально с моими отношениями с миром вокруг меня. And already, the И Spirit of God is уже starting to Дух show me Божий something fresh. начинает показывать мне что-то свежее. And these three words contain promises. И эти 3 стиха, они содержат обетование. Of course, it's instruction, ask, seek, knock. Конечно, это как инструкция, направление. Ищите, просите, стучите. But along with the instruction, we're given a promise. Но вместе с направлением нам дано обетование. If you do this, you'll get that. If you Если do вы this, you'll будете get that. делать, вы получите вот это. Если вы будете делать это, you- у вас будет вот это. If you ask, you will Если вы попросите, вы receive. получите. If you seek, Если вы будете you'll искать, find. вы найдете. If you knock, Если вы будете the стучать, door will open. дверь откроется. Okay, so Хорошо, now we have сейчас. not only 3 instructions, but we have 3 У promises. нас есть не только 3 как направления движения, но у нас есть 3 обетования. And not only does it go
vertically, but horizontally. И не только оно как по направлению вертикально, но и горизонтально применимо. And there's one principle that's involved in this whole verse. И есть один принцип, который вовлечен во всем этом стихе. And here's the principle. И вот этот принцип, That when you start your walk with God, что когда вы начинаете ваше хождение с Богом, when you move into a relationship with the Lord, когда вы движетесь в отношениях с Господом, God doesn't put a big heavy burden on you. Бог не помещает большое тяжелое бремя на нас. He doesn't ask you to do something that's difficult. Он не просит сделать что-то, что сложно. He just wants you to trust Him. Он просто хочет, чтобы вы доверяли Ему. Jesus loves you very, very much. Иисус любит вас очень-очень сильно. And the Bible says His commandments are not hard. И Библия говорит, что Его заповеди, они не сложны. And He wants you to know that He's given you a promise. И Он хочет, чтобы вы знали, что Он дает вам обетование. And you just have to start somewhere. И надо просто где-то начать. When I go to pray, Когда я иду молиться, I used to hear people pray that could pray so well, and I thought, how do they pray like я that? помню, я слышала, как люди молятся, и они так хорошо молятся. И я думаю, Боже мой, как они могут так молиться? Do you ever wonder about that? Sometimes you hear somebody else Вы pray. иногда так задумывались, вы слышите, как кто-то молится, Well, they had to start somewhere. но где-то им надо было начинать. Well, these three words show three different degrees of intensity. И эти три стиха, три слова, они показывают три разных уровня интенсивности. Each takes us deeper. Каждый приводит нас глубже. We might start easy. Может быть, мы начнем с легкого. We might start on the outside, so to speak. Может быть, мы начнем как, снаружи, But then we move так deeper. сказать. Но потом And мы deeper. движемся и идем глубже. And my walk with God becomes stronger. И мое хождение с Богом, оно становится The roots более go down крепким. farther. И корни, они углубляются. And I become strong in my И я faith. становлюсь сильным в моей вере. And God honors a weak faith, but He'll honor a strong faith И too. Бог, Он почитает слабую веру, но также Он почитает сильную веру. Here's the thing that I find interesting И about вот что я this. нашел интересным об этом. This verse is telling me to to go deeper and climb higher. Этот стих, он говорит мне, что мне надо идти глубже и карабкаться выше. Because there's a difference between these three words. Потому что есть разница в этих трех стихах. Each of these words say something different. Каждое из этих слов обозначает что-то различное. And it's asking, how serious are you really about this? Как будто бы кто-то спрашивает, а как сильно тебе это надо? Do you